Уважаемые представители средств массовой информации и общественности, добрый день. Хотелось бы отметить, что с 5 апреля 2025 года вступают в силу законодательные поправки, которые приравнивают мопеды к механическим транспортным средствам. С указанной датой эксплуатация мопедов будет разрешаться только после их регистрации в полиции при наличии водительского удостоверения категории А1, А и Б. Согласно внесенным поправкам пункта правил 41 статьи 1 Закона Республики Казахстан о дорожном движении, мопед – это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания и объемом двигателя, не превышающее 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем, имеющим максимальную скорость не более 50 км в час. К мопедам приравниваются скутеры и другие механические транспортные средства аналогичными характеристиками. Для регистрации мопедов необходимо обратиться в спецсон по месту жительства. При себе необходимо иметь удостоверение личности, можно в электронном виде, предоставить технический документ или сведения о технических характеристиках мопеда, заполнить заявление, провести осмотр транспортного средства и оплатить государственные пошлины за регистрацию мопеда 0,25 МРП или 983 тенге, выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства 1,25 МРП или 1915 тенге и госномера 1,4 МРП 5505 тенге. Так, с января месяца текущего года по состоянию на 11 марта в Павлодарской области поставлен на регистрационный учет 200 мопедов. Работа по регистрации транспортного средства продолжается. Также хотелось бы отметить, если у водителя мопеда либо скутера имеется уже водительское удостоверение, то управлять данным транспортным средством разрешается на основании имеющей категории. Если же отсутствует водительское удостоверение, то в этом случае необходимо получить водительское удостоверение на категорию А1. Здесь сразу же хотелось бы отметить, что согласно закону Республики Казахстан о дорожном движении на получение категории А1 допускаются лица, достигшие 16 лет. Хотелось бы отметить, изменения касаются только мопедов и скутеров. Для тех, кто собирается приобрести данный вид транспорта, необходимо учесть наличие водительского удостоверения и пройти регистрацию в уполномоченном органе. Все. У меня все. Вопрос? Ну, если есть вопросы, пожалуйста, уважаемые. Вопрос? Пожалуйста, Стас. Да, первый вопрос. Вы сказали про регистрацию, что можно регистрировать в ЦОНах. Буквально на прошлой неделе к нам обращался житель СУ, сказал, что в ЦОНе ему отказали. Регистрировать свое средство передвижения. Спецсум. Спецсум. Да. Нет, он, смотрите, он может пройти как бы в любом спецзоне, вот в АКСУ пойти в ЦОН, а пройти там осмотр, там нет как бы нет такого у нас. То есть нужно ввести обязательно? Нет, ввести не надо, осмотр по месту проходит. Там есть криминалист, он осматривает у криминалиста, выписывает акт, и с этим актом как бы он может подавать документ. Ввести ничего не надо. Там оплатить, как я говорил, вот эти все госпошлины и все. А жители сел должны ввести? Жители сел, смотрите, по районам тоже есть, в любом райотделе есть криминалист. Он также выписывает осмотр, как бы осматривается, и только надо им приехать потом в спецсон, чтобы как бы здесь зарегистрировать мопед, вести не надо. Его там на месте осмотрели, выписали акт осмотра, на основании акта осмотра уже как бы он уже там произойдет. Если человеку отказали, сказали, я вести по данному, например, мопед, что он может сделать в этом случае? Куда он может пожаловаться или... Ну, в данной ситуации, разрешите, я отвечу. В данной ситуации надо посмотреть, возможно, у него мопед или мотоцикл. Если это касается мотоцикла, то ему необходимо с данным видом транспортного средства обратиться в специализированный центр обслуживания города Павлодара, где именно находится криминалист, сотрудник. Касаемо мопедов, все мопеды, вот как только что мой коллега выступил, все мопеды осматриваются по месту жительства. Это было принято руководством такое решение, чтобы граждане не тащили в областной центр свои транспортные средства для их удобства. Здесь, видите, если вы нам дадите данные, мы с ним созвонимся и, конечно, ему консультацию проведем по его мопеду.
если у него же мопед. Но если случай не единичный, куда могут обращаться? Если Если случай не единичный, мы вообще в интернет-ресурсах везде выставляли объявления. Имеется наше объявление, если имеется телефон 377735, 377734, могут обратиться к нам в процессинговый центр, мы ответим на все необходимые вопросы. Криминалисты есть в каждом селе? В районах, да, имеются криминалисты. Если же отсутствуют криминалисты, то там осматривают уполномоченное лицо, которое было руководством назначено. То есть проблем не должно быть? Проблем не должно быть. Это специально руководством было так разработано, чтобы людям облегчить вот эту задачу по регистрации мопедов. И еще один вопрос. Какие чаще всего нарушения фиксируют именно со стороны мопедов? Что чаще всего нарушают? Скоростной режим или ДТП? Ну, если... Статистика какая-нибудь есть? За прошлый год, разрешите, да, за прошлый год статистику приведу. За прошлый год, например, с участием мопедов было зафиксировано 38 ДТП. Но, как вы все знаете, самое громкое ДТП это было на мосту возле Аксуского моста. Получается, 2 со смертельным исходом, а остальные получили увечья. Вот такая статистика имеется. Но по этому году, надеюсь, будет все хорошо. А мопеды можно водить со скольки лет? Мопеды можно водить с 16 лет. Спасибо. Скажите, зачем была в электронном такая необходимость по закону полиции? Видите, для чего необходима регистрация мопедов? Очень много было правонарушений, когда водитель мопеда скрывался с места совершения ДТП. Видите, эта норма была необходима. Особенно, ладно, у нас небольшой город, да, небольшая область, а в больших областях же много, в Алмате, в Астане очень много мопедов, где совершаются очень много ДТП. И эти лица остаются безнаказанными, видите, скрываются. А если же транспортное средство будет зарегистрировано, то, соответственно, лицо будет привлечено к административной ответственности. А вот когда разрабатывали такой законопроект, правильно, что какой-то международный изучался, на какой основе это На данный вопрос, скорее всего, я не смогу ответить. Разработчиками данного законопроекта является наше Министерство внутренних дел, но, скорее всего, они основывались на опыте других стран. Вот говорят, что около 200 уже, да? 200 мопедов. Это с начала года, да? Сначала. А вообще какой-то прогноз есть? Сколько примерно у нас вообще планируете охватить, зарегистрировать? Ну, вообще планируем около 2000 мопедов зарегистрировать на регистрационный учет. По области? Да. жаңағы мопед пен скутерларды тіркеу үшін ауылдық жерлерде іске асады дедіңіздер, иә, дұрыс қой? Дұрыс. Бірақ құжаттар тізімі биыл толықтырылды ғой, қателеспесем тексеру актісі де керек. Иә, осы жағы қалай жүзеге асады ауылдық жерлерде? Ол тексеру актісін енді жаңағы қай жерде тексереді ауылдық жерлерде, жаңағы аудандық жерлерде? Аудандық жерлерде отдел полиции бар. Сол отдел полицияларға мопед иелері жүгінеді. Жүгінген кезде оларға мопедтерін көрсетеді. Егер район жерлерден алыс болса, онда участковый инспекторлар бар. Участковый инспекторлар қарап береді да, акт жазып береді. Ауданнан алыс болса. Ауылдық жерлерде. Ауылдық жерлерде. Яғни қалаға келіп, техниканы әкеліп, Иә. Иә. Сосын биыл ол 5 сәуірден бастап күшіне енеді ғой, иә? 5 сәуірден бастап күшіне енеді осы жол қозғалыс туралы заңнамасы. Биылғы құжаттар жаңағы айтып жатыр ма, толықтырылды деп тағы да жаңағыдай тексеру актісі одан бөлек қандай да тағы да құжаттар толықтырылды ма? Егер қараңыз, егер мопед иесінде құжат болмаса, ауыл жерде енді көбінде жоқ қой құжат. Онда интернет желісінен ақпаратты шығарады, ВИН-код бойынша. Сол ақпарат
акт солмен бізге соңға келеді. Төлемдерді төлей, сосын қоямыз. Можно еще одно уточнение. Регистрация идет до конца года, это как-то ограниченная акция? Нет ограничений. Если человек не зарегистрирует, ему что-то какие-то санкции? Если же не зарегистрирует транспортное средство и будет управлять данным транспортным средством, то, конечно, к административной ответственности привлекут по статье 612 КоАПа. Есть какие-то сроки, до какого числа, например, должен зарегистрировать? Сроков определенных нету, но если уже владелец мопеда не зарегистрирует транспортное средство, то управлять ему запрещено. Прямо с этого года? Да. Спасибо. Еще раз уточнение. То есть, если есть права Б, С категория, то можно ездить, не получать А1, да? Можно так двигаться на мопеде, правильно? Да. Если имеется категория, то может управлять. А если же вообще нету водительского удостоверения, то необходимо пройти обучение в автошколе, получить категорию соответствующую на А1 либо на А и сдать экзамены в ЦОНе, получить водительское удостоверение, а после чего управлять мопедом. И То есть те, у кого есть право, могут не регистрировать? Нет, и вы не путайте регистрацию мопеда и наличие водительского удостоверения. Здесь идет речь о том, что при наличии любой категории водительского удостоверения он может управлять мопедом. Ну, управлять можно, регистрировать все равно придется. Ну, это как машину зарегистрировать. Да, Машину да. Вы же транспортное средство приобретаете, вы же его регистрируете в уполномоченном органе. Точно так же это касается мопедов. Приобрел мопед, пожалуйста, зарегистрируй его. И как-то новый закон влияет на ограничения, не знаю, по приобретению мопедов, там, то есть нет? Но ограничений каких-либо нету. Здесь еще хотелось бы сказать, что раньше, если мопеды при управлении владельцев мопедов они придерживались правой крайней полосы, то сейчас, раз они приравнены к транспортным средствам, они, соответственно, по всей ширине дороги могут управлять своим мопедом. Но только должны придерживаться всех правил, которые придерживаются водители транспортных средств.